Почетных гостей встречают юные медсестры. Литературно-музыкальная композиция в их исполнении не оставляют равнодушными никого. Очень скоро и они станут настоящими врачами. Зампред правительства Ольга Голодец признается, горящие глаза и огромное желание стать частью медицинского коллектива у ребят видно невооруженным взглядом. В сегодняшнем мире все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологии, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Поэтому я желаю всем добра, счастья и здоровья. Немало теплых слов в адрес Новоселов звучат и от других высоких гостей. Министр по делам Северного Кавказа и глава республики поздравили персонал больницы с открытием нового медицинского учреждения, добавив, что на врачей детской клинической больницы возложены большие надежды. Вам желаю профессионального роста, счастья, ну и, конечно, чтобы всегда наши дети были здоровы и приходили к нам только для профилактики. Ну а если все-таки понадобится помощь, я уверен, что вы, такой профессиональный коллектив, сделаете все от вас зависящее, используя современные технологии для того, чтобы или вернуть, или восстановить здоровье, или же поддержать его. Спасибо еще раз большое, всех с замечательным праздником. В этой больнице, конечно, будет работать тот персонал, который работал в районах, в городских больницах. Там мы высвобождаем помещения. Я вас всех поздравляю. И убедительно прошу, еще раз прошу. Просто будьте самыми хорошими. Договорились? Надеюсь. Спасибо. Затаив дыхание, врачи с нетерпением ждут самого главного. Под бурные аплодисменты гости мероприятия торжественно открывают детскую республиканскую клиническую больницу. Уже по традиции обход медицинского учреждения. Начав с приемного отделения новой больницы, почетные гости направляются в палату к первым пациентам. Здравствуйте, ну что же у вас случилось? Вот так. Тут есть консоль, кнопка вызова медицинской сестры. Маленьким пациентам преподносят небольшой подарок, а в ответ море улыбок и радости. Такого приема со стороны детей гости явно не ожидали, не говоря уже о первоклассном оснащении нового медучреждения. На каждом этаже отдельные столовые и игровые комнаты. Хава Муталиева вместе с друзьями проводит здесь свой досуг. Мы не пошли на детскую площадку, потому что там холодно. Мне в детской комнате нравится строить домики, играть на мячики. Да, мне нравится. Впрочем, открытию детской клинической больницы рады не только дети. На каждом этаже имеются просторные и светлые палаты, отдельные санузлы и все необходимое для комфортного и эффективного лечения. Там-то 6-местные палаты были, все дети подряд вместе орали. Это тяжело было очень, там практически условий не было. А здесь удобно, все условия чисто, красиво. В стесненных условиях раньше находились не только пациенты, но и врачи. О большом и оснащенном кабинете здесь только мечтали. Во время строительства новой больницы все чаяния и пожелания медперсонала были учтены. У нас очень просторное отделение. У нас палаты 1, 2, максимум 4-местные. У нас отдельно процедурные кабинеты, много подсобных помещений. Условия, конечно, не сравнить. На первом этаже детской больницы размещаются сразу 3 отделения – приемная, травматологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Этажом выше – лор-отделение и детская хирургия. По последнему слову техники оборудованы 1 большая и 2 малые операционные. На входе в каждую из них бесконтактные двери для стерильности. Дальше мы не будем проходить. Почему? Потому что у нас там зона стерильности, там у нас материал, уже готовый стерильный на операционную. Поэтому подготовленный на сутки стабильно, то есть при больших, может быть, массового поступления где-то готов на сутки. У нас есть, в принципе, и аккумуляторы находятся в самом аппарате, и у нас есть бесперебойного питания станция. Поэтому максимально, то есть если будет какая-то катастрофа, выключат свет, мы сможем дальше оперировать.
Больница рассчитана на 200 обычных плюс 15 реанимационных коек. Набором будущих сотрудников руководство медучреждения занялось вплотную еще задолго до его открытия. Специально для этого был проведен строгий отбор. В итоге число медперсонала повысилось до 300 человек. Есть сотрудники, которые мы отправили заранее на обучение, которых мы подготовили. Это центральное стационарное отделение, мы специалистов подготовили, физиотерапевтическое отделение, мы специалистов подготовили. И сейчас мы планируем отправить специалистов на подготовку, на рабочие места в другие регионы, другие субъекты нашей большой страны. Я думаю, что со своей стороны мы будем наращивать ту работу, которую мы делаем и по подготовке специалистов, и по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в данном стационаре. И сегодня мы заручились поддержкой Ольги Юрьевны Голодец, которая сказала, что дополнительно еще поможет нам для оснащения высокотехнологичным медицинским оборудованием данной республиканской детской больницы. В новой больнице лечение и диагностика маленьких пациентов будет проходить на высшем уровне. Помимо современного оборудования и квалифицированных кадров, в медучреждении есть детские площадки и небольшая парковая зона, где дети и их родители смогут посидеть и подышать свежим воздухом. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.